Саламатсыздарбы? Баласагын студиясынын эфиринде жумалык Кыргыз Улуттук университетинин алкагында болгон жаңылыктар топтому менен Акмарал Анарбекова тааныштырам. Кыргыздар жана өзгөрүп турган дүйнө. Мына ушундай теманын алкагында Кыргыз Улуттук университетинде тегерек стол болуп өттү. Кызуу талкуу жана пайдалуу кеңештер жөнүндө кийинки сюжетте кеп болот. 16 января 2020 года в Национальном университете имени Жусупа Баласагына в 247 зале состоялся круглый стол на тему «Кыргызстан и изменчивый мир». На открытии мероприятия приветственное слово предоставили ректору Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Садыкову Канату Джалиловичу и дипломату, государственному деятелю Аскару Чунгейзовичу Айтматову. Открытие мероприятия сопровождалось церемонией присвоения звания посла Иссык-Кульского форума Канату Садыкову. Работа круглого стола была разделена на 2 сессии с перерывом. Основные вопросы, которые были предложены для обсуждения, события и процессы на мировой арене, которые влияют на геополитическую и внутреннюю ситуацию в Кыргызской республике, основные тренды социально-экономического и общественно-политического развития Кыргызской республики, составляющие кыргызской идентичности. На площадке нашего университета проводится круглый стол. Тема круглого стола – Кыргызстан и изменчивый мир. Сама тема, как видите, весьма актуальная, потому что уже даже начало года мы видим важные события, драматические события, такие как, например, обострение отношений между Ираном и Соединенными Штатами Америки, или отставка правительства России вчерашнее. Все это свидетельствует, что мир уже в начале нынешнего года претерпевает серьезные изменения. Где наше место, нашей страны, нашего народа? Куда мы двигаемся? Как мы будем развиваться? Эти вопросы волнуют всех. Особенно в нынешнем году, 2020, когда у нас наш народ связывает с предстоящими выборами большие надежды. Мы полагаем, что то, что на этом круглом столе соберутся политологи, аналитики, эксперты, которые с разных позиций, с разных точек зрения, мировоззрения, может быть, будут обсуждать эти вопросы. Решили вместе с Кыргызским национальным университетом провести круглый стол с участием наших известных политологов, академических кругов, для того, чтобы обсудить состояние дел в Кыргызстане, где мы сейчас находимся, куда мы движемся, какие перед нашей властью, нашим обществом стоят задачи по построению демократического правового государства с нормальным экономикой, где люди могли бы жить достойно, для того, как нам решать те международные проблемы, с которыми наша сторона сейчас оказывается лицом к лицу. Я думаю, что это будет неплохое начало этого года. Организаторами конференции являются Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Международный неправительственный форум интеллектуалов Иссык-Кульский форум. Жылдызбек Зайпери, Данияр Улаукул, Баласагын ТВ. Эгер жүрөк таза болсо, колдон таза иш, тилден таза сөз чыгат. Университеттин окутуучулар жана студенттер жамааты Айбек Өзбек уулунун операциясына карата жардам акциясын уюштурду. Бул иш-чара жаштарды боорукер жана кайрымдуу болууга чакырат. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Айбек Өзбек уулунун бөйрөгүнө тез арада операция кылуу керек. Операцияга каражат жетишпегендиктен мекендештерибизге кайрылууга аргасыз. Бардык кайдыгер эмес жарандардан жардам берүүнү өтүнүүдө. Куттуябыз Улуттук университеттин жалпы жамааты, урматтуу профессорлор, доценттер, окутуучулар, жалпы кызматкерлер. Мына биздин Улуттук университетке Актала районунун тургундары кайрылышып, ушул райондун Актала районунун тургуну Өзбек уулу Айбектин бөйрөгүн алмаштыруу үчүн каражат керек экен, ошого жардам берүүнү коюуну суранышты. Колуңуздардан келген жардамды аябайлы. Окуяга кайдыгер эмес Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери жана окутуучулары көмөктөшүүдө.
Өзбек уулу Айбек агабыздын бөлөгүнө тез арада операция жасоо үчүн сиздерди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жалпы студенттерин пайдыгерлик карабоого жана кайрымдуулук кылууңуздарды чакырабыз. Өзбек уулу Айбекке жардам берүүнү каалаган жарандар төмөнкү даректер боюнча кайрылса болот. Байланыш телефондору 075 41 14 56, 0703 83 72 54. Андан сырткары Кыргыз Улуттук университетинин башкы имаратында кутуча уюшулган. Эрлан Токтобек уулу, Алыкул Данияр уулу, Баласагын ТВ. Ар бир эл жаңы жылды өз салтына, маданиятына, көңгөн адатына жараша тосуп алат. Бул жолу жылдын жаңылануусун Корей жана Кытай эли тосуп алууга кам көрүүдө. Саамалыктын алкагында Кыргыз Улуттук университетте корейлер жаңы жылды кандай тосуп алды? Кийинки сюжетте кеп болот. 23 января 2020 года в Большом актовом зале главного корпуса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Департамент международного сотрудничества организовал мероприятие, приуроченное к празднику Корейского Нового года. Корейский Новый год – Соллаль, первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Лунный Новый год обычно выпадает на начало февраля. Жители страны утренней свежести относятся к Новому году как к празднику начала весны, когда природа начинает потихоньку готовиться к рассвету и обновлению. Сегодня в Национальном университете прошел Корейский Новый год. В этот день корейцы отдают дань памяти предкам, а также своим родителям. Этот день широко отмечается в Корее, и я очень благодарен организаторам. Праздник сопровождается обычаями и традициями. На мероприятии приняли участие студенты международных отношений и востоковедения и слушатели Центра корейского языка Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Торжественное открытие мероприятия прошло при участии ректора Кыргызского национального университета профессора Сыдыкова Ханаки Джалиловича. Целью данного мероприятия является воспитание у студентов бережного отношения к культуре другого народа, к его традициям, развитие интереса к его глубокому изучению. Сегодняшнее мероприятие прошло интересно. Я бы хотел выразить благодарность ректору университета, а также всем, кто участвовал в организации данного мероприятия. Мне кажется, все действительно хорошо потрудились. Что касается корейского языка в Национальном университете, мне кажется, из-за того, что у нас здесь было открытие новой специальности, сегодня пришло много гостей. Я слышал, что это мероприятие проходит уже 4-й год подряд. Я уверен, что Кыргызский национальный университет взрастит тех самых специалистов, которые будут очень хорошо знать корейский язык и помогут Кыргызстану в развитии. На празднике участникам и гостям показанные танцы и песни, корейские национальные игры создали условия для знакомства с культурой Кореи и с формированием духовно-нравственных ценностей этого народа. Представителями исторического государства, почетными гостями праздника были полномочный посол Республики Корея господин Хан Тэйок и директор Центра образования Республики Корея Ким Дэгуан. Тилек Токтоналиев, Жылызбек Айпери, Эрнисов Бектур, Баласагын ТВ. Ошол эле учурда Кытай эли да жаңы жылды жакшы салттар менен тосуп алды. Кыргыз-Кытай факультети тарабынан уюштурулган жаңы жылдык иш-чара тууралуу кабарчыбыз айтып берет. 24 января в Большом актовом зале главного корпуса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына состоялось мероприятие, посвященное празднику Китайского Нового года. На мероприятии со своей торжественной речью выступили декан Кыргызско-китайского факультета Апаева Софья Хусейновна, директор Института Конфуция с китайской стороны Анде Юань. Сегодня у нас очень замечательный день, это встреча Китайского Нового года. Замечателен он тем, что более 10 лет с созданием Кыргызско-китайского факультета этот праздник неизменно отмечается в присутствии нашего большого коллектива университета, полного коллектива Кыргызско-китайского факультета и, самое главное, в среде наших талантливых студентов. На празднике выступали студенты Кыргызско-китайского факультета со своей шоу-программой, в которой присутствовали фольклорный ансамбль, кыргызско-китайские национальные танцы и песни, флешмоб и многое другое. Сегодня Кыргызско-китайский факультет Национального университета празднует китайский Новый год по лунному календарю. Ежегодно, в этом году нашему факультету 10 лет, ежегодно на протяжении 10 лет мы отмечаем
этот праздник. Но Новый год наступает по лунному календарю с 24 на 25 на протяжении 15 дней. Китайцы, но мы, конечно, не будем отдыхать однозначно, но китайцы, получается, отдыхают. Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния, то есть на второе новолуние после 21 декабря. Исахов Ахтелек, Тохтаналиев Телек, Баласагын ТВ. Мына ушундай маанилүү жана кызыктуу маалыматтар менен өткөн аптабыз жыйынтыкталды. Биз менен болуп Улуттук университеттин жаңылыктары менен кабардар болуп туруңуздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуздар.